Я поняла, что деревенская жизнь мне очень нравится, я хочу жить так, мне надо стараться делать счастливую жизнь. Бүтө күннен күндү көрәчүләр. Бүгүн эһе хайылжыттыр олох эргире бери. Бүгүнкү биһиги ылжыппыт Нелли Протодякнова. Нарава Нелли. Здравствуйте. Нелли билерги курдук тон ким билбет, да хорохтор билерги полу. Нелли 1 гектар сири ылан баран амма өрүс кытылыгар олохсуян олорор. Онон биһи кини көрүйтүн, олоққа көрүйтүн, кини кайдах курдук бу маннык кыйлах, котулах келен манна 1 гектар сирге келен олорорун биһиги кепсетиякпет. Нелли, кайдах бу амма өрүс кытылыгар келерге санам кыный. Оғас аспыттан тыға тақсан оларом деген ердім. Бәйім Санкт-Петербург'a төрен баран, үйем сағам тұқары төтен кес аспар дері көріп қолар бұдым. Но оғас аспар чүрапчы қаннақ болам де, чүрапчыға чөп параден кірі деревняға сайын ұйтар етілер. Синакова сүлетін, оттоғын, тарбаяқтары кірігін, выкармливание поросят, да, петухов, это все вот было, и это мне очень нравилось. Я поняла, что деревенская жизнь мне очень нравится, я хочу жить так, но он кисас пара пекарня текаленен солу коровен, деревня делерен коровен, он хадерова хангаре рагайты. Улар тахпына маннык жолором диретим. Он эти төрден кисас пар кайын барбыт, сири булан. Эти идеяны гектарга именно олору идеяны «Звенящие кедры России» ден серия книг барабит, писатель Владимир Мегре. Жиңнахты олорор отшельница Анастасия ден чөчө барабит. Оны кытты көрсөн ол чөчө наха эге бу технократической олоққа баранарагат айылгадны кытта чугастык женнада ки деди и рассказала она про гектар, что надо взять гектары, надо жить ближе к экологии Индиан Курдук. И вот эта идея мне 20 лет, так скажем, преследовала, я очень шла к этой идее. 20 лет шла. Постепенно открепляясь от системы. Ол кинигени эн илигер касыллах туппукуны. Онна сүрбе хастагамын, сүрбе бестагамын болу. Да, где-то так. Тан оғыс аскыттан быхатардан кепсен да? Эн қандақ смияғы оқтырайбыккini? Бирге төрөйбүт үйөбүт. Ием ағабын кыттар ақсыбыттар аратты, 12 лахпер. Онна ол кәнне 2 балталамадым. Уже отчима получается, да? Вот. Мы жили в Сайсарах, очень такое сайсарское детство, брутальное, жесткое, 14-я школа. И мамы рано не стало, да, мне 18 было, ее не стало в 40 лет. И так как, ну так получилось, что я в основном воспитывалась улицей Дека. Вот эта вот сайсарская жизнь, она очень хорошо меня закалила. Онтан икки каралары чоғына тулай қалықтыры дейді. Тулай қалықтыры дейді, онтан ағалары бар бұл. Ағалары бар. Ағалары итіліктір әду, или ән тұққына қарқал бұттыры? Мен канапар қалбадықтар, это бирбин көрі атабытым дағаны химбир аймақтар албыттыры. Мен боланы әрді кірген тақсы бұтым, 15 аспыр кірген тақсы бұтым, 16 бар күз күнтір әбітім. Оны кіргемін күтті 10 сылы олатақ бұтчы. Ну, без опыта, как могли, всяко разно жили, Антон Усейнан арахсабыт ямбаран арахсабыт быть, и там уже сама начала подниматься, да? А то он без таскар ил боларгар кергенин кастастарды? Эме он без так, с параллельного класса. Эдерде. Вот чоғына тулайық қалан баран эн доғыргун боллаған дей оғағана? Оны күртіка. Оны оғыланан? Оғылана. Тығырахан, бәяғыт оғылар боллақ кеті, чоғына кысын кітері бәйін лаптым олда? Оны күртіка. Баты тәңне олапып. Онтан идеген ұлым бұтынды?
Юрия Хаиндена Уламатала. Кстати, это моя мечта. Белые животные, я к этому иду, да. Белые лошади, белые кролики, белые коровы, белые козы сейчас у меня, белые собаки будут. Просто, так скажем, по приколу. Вот хочется мне, чтобы вот так, ну, красиво. Красиво хочется. Тон холовор бирге улаатта хачыбытта. Онна бягат уже бирге улаатан, бирге отомандык туох иде. Иде. Туох идени. Среднеспециальная на оператора АВМ кирпитом с переводчиком ден, со знанием английского языка, но оно хитепит ветербеке уже тератамде. И все. И сидела по уходу, и сидела так, это жила. А то тюкера ханкира тавитым, но там уже надо было выживать, там уже было не до этого. Итого я начинала с продавца продуктов, потом продавец мебельного, администратор мебельного, потом рекламное агентство «Дисплей» и начальник рекламного маркетинга, потом управление кадров ЕГУ. И оттуда уже ушла в бизнес. Да, и сейчас работаю на себя, я уже 13 лет. А ты бастыки бизнесен тугати? Бастыком была на Центр природного земледелия, органического земледелия Денеда. Да, я входила в международную такую ассоциацию по природному земледелию. Открывала центр, на строительном рынке у меня был магазинчик. Да, там были биопрепараты, инструменты, литература, видеофильмы и так далее. Я проводила лекции, семинары тоже. Обучала людей. Это система старинного, получается, обработки земли, да, без навоза, без песка. То есть, когда трава сама разрыхляет, в общем, интересно, дружба с микроорганизмами. Анты билген ол тухкун опуккун туханаган. Немножко, да, чисто мульчированием, да, я родственникам рассказала про мульчирование, они пользуются очень хорошо. Клубника хорошо же растет на мульчировании, огурцы хорошо растут на мульчировании. Биги көрәчле битер биремитондук сибете берере. Землю надо накрывать. Как в природе нету голой земли, да, голая земля трескается, перепады температуры слишком сильные, и корни огурцов, например, очень размываются. Надо обязательно накрывать сеном, потолще, не 5 сантиметров, потолще. Он сохраняет влагу, конденсат, получается, из воздуха сам накапливает себе влагу. Олата сибехей оту можно сибехей, в России сибехей упаттар, потому что там слизни есть, да, улитки. У нас такой проблемы нет, в принципе, можно свежим. Но желательно можно сено. Сено, да? Картошку можно покрывать, очень хорошо. Защищает от мокрицы, защищает от перепадов температуры. Это капустаны? Любую культуру. Все растет замечательно, именно когда землю закрываете сеном. Потому что нету сорняков, земля становится рыхлая, полива надо меньше, там, где вот проблемы с водой, еще лучше. Мульчирование очень обрыва, вообще обрыв. Если еще в совокупности с капельным поливом, это вообще идеальный вариант. Янан биги көрәчләр бит не тута туханыктыра диханыбын эхил да. Онтон тете бизнес биллен да. Аны бен хагалатында или кергенгенен бирге хагалат өттү. Опа, уже ол араксан, бәлит сама алып. Уже бардын да. Сепонда очогона араксан барангын эн төр мандык хаякны. Бягын көрдөбүкүн. Эрбо. Барта буккуяр кихне, да, хаддера классической доолохтартар. Все говорят там, найди работу, работай, да, тут еще жилья своего нету, надо все время выживать, арендовать, деньги на аренду надо зарабатывать. У меня дочка на руках. Система очень долго держала меня, я не могла просто взять и уехать. Дочка категорически отказывалась в деревню ехать, и пришлось жить в городе долго. Но потом я посмотрела на это все и поняла, что нет, все-таки надо держать путь на природу, на гектары. Вот. Параллельно я изучала тему, как жить, как зарабатывать на гектаре, ушла в онлайн. Да, после гостиницы у меня была в городе. Она постепенно, отрываясь с мясом от системы, ушла сюда. Олаты тоққун бардын атылан баранда? Жевин ең қорықта жевин атылан баран. Бұл жевин 5 күн егінен бригада, городская бригада көрен тұта еспіті. Ола иннин жекке бардынсы? Қараты көлейін қайыға тормасты қадияқада. Біле гектарларғынды.
Чаол хайыскатын кепсәре. Гектары была она, беги группа единомышленников в городе. У нас была большая группа единомышленников. Мы все искали землю, да, мы искали, чтобы вот так гектарами жить. Совершенно не нашли. Маганский тракт, Вилюйский, все объездили, не нашли. И по итогу часть уехала в Россию, а часть вот осталась тут. Но, как говорят, лебедь, рак и щука, да, все, кто-то хочет там, и в итоге никто никуда и таки не начал. Да. И только дочка уехала в Хабаровск отдельно жить, я сразу сказала, все, короче, я ищу землю сама, мана чинчугасты, а магажа булунга кырдюгата в этом, но там не совсем безопасное место оказалось, и я отказалась от этого. Безопасный день лата тухта. Там собираются выпивающие люди. И как бы я же себе не враг, одна жить, да, в таком месте, она отказалась. Да, это место я тоже нашла по рекомендации, ну и очень хорошо, что сюда приехала. Ону маған боллана бу бастан иккен кепсте бидерда, оны кепсәбитен ди хайдах ылбыккын бу дальневосточный программанын ылбатагам денди. Ону хайдах программанын ылбыккын кырдатагам. Личное подсобное хозяйство Денаныкаме бесплатная государственная программа Баревит, которая дает до 2,5 гектар земли. Сейчас у меня столько, да? Не 1 гектар, а больше. И 1 гектар дается, если у вас не будет сельхозживотных, да, только огороды, и 2,5 гектара дается, если будут сельхозживотные. Конечно, моя мечта это коровы, лошади, да, вот сейчас уже козы есть. И поэтому я взяла 2,5, да. И оформление стоит 6 тысяч, оно бесплатное, все государство за свой счет делает, 6 тысяч только мы платим, в год это где-то 1200 аренды платится. И также на 49 лет, но через 3 года можно оформить уже в собственность. Чуйбай, да, очень нормально. Маннык подсобный хозяйстволах бу хоролукта айын боллахына да. Чуй. Мечер сирде айынди кең багайы? Мечер сирде. Онтон эн холовур боллана билигин бу казайыктагын кролик. Кроликтакын. Онна индикитин өсө тугу итеккан багаран. Индикитин оттон сылгы. Я прошла курсы пчеловодов, коневодов, начинающих фермеров. Кого еще? Ну, столярную я давно закончила для себя, чтобы уметь, да, у меня было одно из желаний уметь делать мебель. Я научилась, стала столяром 4-го разряда тоже. То есть курсами я догнала свое образование, по сути. Чоно ол били Аллах маннык бен осознанно ден, да, ну человек-таха осознанно эн бу олоудаллаган ди. Ол талар биремаш симбир биле Аллах аяха элбэх мейдери көрдөрдө ажы. Оннук береберкелир да? Береберкелир. Ол оннук береберкега биремит оннук береберкени аспакка манды айка чабаратым брагабын инден саналар келбиттер эду. Онна хахан. Именно был гектар олого, наоборот, мне, можно сказать, давал смысл жить. Потому что вся эта городская жизнь, она как-то не давала смысла жить, да? Суета, заработал, потратил, надоело вот это все. А эта жизнь, наоборот, она давала смысл жить. Вот. Не получится, индиан, ну, паники, конечно, были, но я Аллах сказала, в этой жизни я точно буду жить на гектаре. Я Аллах в план себе поставила, что в 43 года я должна его встретить. В 38 лет впервые построила свой первый дом в жизни, вообще в 38. Канна? Захаровка, это пригород Жатая. Там у меня, благодаря друзьям, появился участок, построил, благодаря всем моим друзьям, родственникам, построился дом. 4 года я специально на нем тренировалась с печкой, с такой же печкой, с бочками воды, да, вот полностью были квартира Танон на Кагаланде. Училась жить с водовозом, с дровами, все, вот 4 года поучилась. И по плану надо было идти дальше. И вот наступил август месяц 2019-го. Или сейчас, или в следующем году я там, где? Если получится, надо сейчас. Время на строительство было месяц примерно.
чөбәдик, онду кына били по плану бардана чөбәдик канар. Сылгын сорукун турордаккана уже Кадер гладко хаус барараха. Ону чөбәдик турган бадик жандар били улайс биттера. Да, хатчыбын болана еще, пожалуйста, месяц подождите, я дом построю. Они на это даже согласились. И полностью он кембар сразу. Онтон ол көһөн бараргар маннык коораты маннык кеннинен көрөн барангын тухте биткени. Ура, я видим, потому что ровно на следующий год, 2020 год, наступила пандемия. Сразу мне сказали, ты, наверное, Кырбечи, ты знала, ты уехала. В моем районе случилось страшное наводнение в Захаровке. Залило все, по крыше. Ото жиан кандан халыр битин да? Ага, это Или Тылабытын. Тылабытын, ол жиан атылан. Ага. Вот. Очень как-то все так удачно получилось, что уехать. И тут я эту пандемию вообще не почувствовала, конечно, здесь. Как была природа, так и жила себе спокойно со своими животными. Онтон мен билербинен билигин боллаана эн бен билигин бен көрүүгүн атын жаңга таргатаган ди. Эти социальный сеть көмөтүнөн игинде, онна бу жоннорго и маннык тохтен бәйтин ологор манны букулла жарыйын жоннору томиле тохсол да сүбе ама болаган ди. Ититтен кратык ити эттигер кайдахан тийдин тон билигин бягын тохтен ким жанаттына? Коуч жанаттына. Лайф-коуч дилер. Лайф-коуч — человек, который помогает разобраться в жизни. Я изучаю 3 направления: это отношения, деньги и здоровье, да, энергию, энергетику и построение судьбы. Вот. Как к этому пришла? Это были гостиница Лаатымде. Ол гостиница мейін білі көрікі тұтар, олы мейін қайдақ тігіна гектар бір чуға аппа, бере нербе батын сир, ота чәбе әден барын антықайбын сабамын, бардың атылан барамын. Түгірі спокойный, такой хороший бизнес надо быть, добрый, индиан, экологичный. И увидела, тохтем билерины были, франшиза продается, генетик-тесты. Раскрой свой потенциал по отпечаткам пальцев за 5 минут. Он франшиза, конечно, саңярымен, бәйім были профориентация түнен намучилась в свое время, да, кыгым да она как только я попробовала, мне очень понравилось, прошла у них обучение, это новосибирская компания, на базе генетики с учеными созданная программа. Я работала очень долго, 4 года работала с этой программой, но потом поняла быстро ее суть и научилась работать без нее. Да, сейчас у меня своя методика, более 5000 клиентов, где-то 5300 человек, наверное, уже прошло консультацию с 2014 года. И через какой-то период уже Джон Элитник Карен, уже ходили бэм билейтугум аралан кирен бадбуда. Джону чувствует девку, да, Джону истругун, хайдах энергетикалаан, тэхэл, много жизненная энергетикалаан. Она была на билибэм, без отношения была, мы женскую энергию индиана, веритан кирен бадбуда, проходила обучение специальное. И оно имеет, потому что женская энергия связана с денежной энергией. Очень сильно. И вот это надо все, что женская энергия, она влияет на самооценку на уровень нормы на денежную энергию. Барытолок манды бебедитен ситимнеханер. Блин, это обязательно все в комплексе. Он набили энергиялахки, ситихилахки болар. Опять же, денежная энергия от этого тоже зависит. Слабый, вялый, безвольный, конечно, у него ничего не будет. И ну так и работаю. Потом постепенно перешла в онлайн, и это мне помогло сейчас вот развивать направление. Это я хасимбир ол онлайн даны онлайн сорохтан да онлайн көмөлөр жөт да мандык то экранны көрөргү кепсетерген да хорохтор болланы офлайн жанла те я хакерендер кепсетерлер ондук жоннор көрсө онду да? Барда онлайн, да? Пока онлайн, а так, в принципе, коньяки будет вот гостевой домик, и тоже там планирую кого-то принимать. Уже олар инникиге бар. Антуган. Очана бу ологун тетимин ити гектарга олорор сетимген да. Эн бу огос сылжан сылжыбыт багасыналаргын бардын бир теңдик тутайжан ди билген.
били баланс оңорон ден бит мандыгеттаха да. Мгм. Олата тох билигин бу олорон эренгинен сылбын сетистим дир кахтахкын. Сылым хорон боллади, Ага. потому что мечта состоит из деталей. Вот деталь гектар есть, деталь там дом, уже какая-то вот обустроенная жизнь, солнечная панель, там все такое-то есть. Лошади нет вообще пока. Лошадь будет, скачка там будет. Седые волосы я мечтала, я их отрастила, отращиваю сейчас. А седые Половинку. волосы что дают? Свободу. Тоже свободу. Я не крашу, здоровье. Все-таки я уже бабушка, моей внучке 10 лет, и я уже плюнула на все эти нормы общества. Я сказала, все, уже хочу и живу для себя. Да, хватит уже мне это каждые 20 дней красить эту седину. Тем более сейчас это мировой тренд, это называется новый блонд. Ну и в общем я сказала, я принимаю свой возраст, я принимаю себя. И в конце концов седая я с 18 лет. Да, вот как мама не стала, сразу я посидела, и у меня потом, ну еще были всякие тоже испытания в жизни, и оно все так наложилось. Стала я беленькая такая блондинка. Каждые 20 дней белый пробор, она надоела, короче, да. Ага. Сейчас- Очан бу былрынгаттан олор. Нет, 2019. А, Олог с гектаром вместе параллельно. Ай. Все у меня в Инстаграме есть, как Ага. это все постепенно белело, краска отходила, обрезалась. Мусман болар Мусман. кете алырга. Оны көрдік, оны біле, үчігерден милирование күнді хайыры частично бұны қаралақ болар, мағанақ болар, үрді маған алларата қара болар. И поэтому, когда женщины резко красят в серый, они резко стареют. Нельзя сразу резко в однотонный серый или белый Все красить. придет, аны кере аңардар. Да, имбирь природа, оказывается, мудро делает, она как милирование вытравит сперва, бленький блярга, сильно не стареет, так скажем. Антон ол тох эбе хасастыр болуп күнүчөн. Отут хаспарер, отут беспирдув. Ай, Көгім оны тоғығы көп терабиті, ну где-то там надо посчитать. Ну да, если внучке нынче 10, а мне 45, 35. 35. Эдер эбе болуп. Олага дер эбе Олага дер эбе эткенде. Онно ол эбе боларгы болан барангын мындык ол ханаар кайда кате. О, эдер багай сылжан эбе кынны деп атам. Кыска. Это же все очень прикольно и оригинально. Джонтон Урате, это все. Мне нравится быть Джонтон Урате. Наоборот, все прикольно. Еще там, ой, молодая бабушка. Но, к сожалению, я была не одна. У нас в Одноклассниках тоже есть молодые бабушки. Улен как-то никто не удивился. Отут беске эбе болар деді. Мен қолор білген эбе болан олар оқпын сөйіп Да? Сейчас такое время, да, настало, когда вот это уже такой разницы. принимают ти билигин да? Ага, воспринимают, да. Ол урут боллана биле туохтен да. Ол хаганагы биреме ылыммат да. Общество ылыммат боллают да. Билим барда агас, билим барда көңүл да. Ага. Все, что не противоречит закону, даже противоречит закону, барда көңүл. С одной стороны, это неплохо, зато появилось очень много психологии отношений, свободы саморазвития. Можно выйти на финансовую свободу в любом возрасте, да? Ол теманы билим бара чтобы выходить на финансовую свободу быстро и людей этому обучать тоже. Оказывается, это тоже очень важная тема. Тема отношений. Раньше в советское время не было такого. До революционной, до военной тоже не было, конечно. Это тема отношений, коучи, психологи, построение отношений, поиск своей половинки, это очень актуально. Он имеет веру, это тоже опять все взаимосвязано. Это были все сылдар бутыр манды барап. Построение реальности, например. Да, оказывается, реальность что? Реальность своей жизни. Построение своей счастливой жизни. Каждый человек, оказывается, знает, как он хочет жить. Ему надо не путаться, не слушать все эти вот карма, не карма, крест, должен, нормы, стандарты общества и нет. Придумать себе надо идеальную жизнь, как ты хочешь, с кем ты хочешь жить, где ты хочешь жить, да? Что там, какие вот нюансы там должны быть, пазлинки реальности. Лошадь, гектар, дом, половинка, такой, да? Вот все там должно быть так. И
к этому воплощать. Тынг-тынг-тынг-тынг-тынг, поэтапно. Неллентон ол воплощайдыргар эн именно маннык блокноккар сурнаганду сыр маннык караккар уруйдан көрөгөндү өйгөр хамнары угаганду хайдах кына мен Кие беле мечталах баллади. Он мечтатын химбир саныгынчер. И вот именно сомнение — это наш злейший враг, который отбирает время и силы. Надо не сомневаться, надо построил, придумал и иду туда один. Но доски желаний очень хорошая тема. У меня прямо было волшебство с этой доской желаний. Да, у меня подружка получила квартиру, и новостройка была одета, коричневая дверь железная. И я говорю, дай мне, пожалуйста, свою фотографию, я там фотошопом лицо свое представлю. Мне не было 14 лет, не было своего жилья. После развода, я, можно сказать, постоянно в аренде. 14 лет очень с дочкой тяжело было переезжать. И вот я говорю, давай сделаем так. И она разрешила. Какие-то белые документы, ключи держит. И коричневая дверь. И когда построился мой домик в Захаровке, я сфотографировалась. А потом думаю, где я видела эту фотографию? Оказывается, мне родственник отдал железную дверь от новостройки своей дочки, коричневая дверь. Документы на землю держу и ключи от этой двери. И она огромная работает. Я ее сделала, оказывается. Ровно один в один. Гектарын. Но я представляла, как я ее возьму. Прямо лягу на землю, буду прямо счастливая. Сейчас следующий этап — это лошадь. Да? Обязательно должна быть своя лошадь. Легко, свободно катаюсь. И гостей катаю, и гостей встречаю. А так от Ирдигар оларай жуды? Оларай, да. Я в Ялте каталась на лошадях, в Новосибирске, в Якутске тоже. Ну, я езжу, но не больше катаюсь. А пыт эми үрүңөң нях болар, да? Үрүңөң барам. Мне вот бзик хочется. Но тохтан, подождите, будет маган үйер, и будет один, наверное, может жеребец, да? Может мерин, но он будет, как этот, рыжий-белый. Рыжий-белый. Как это, ковбойская лошадь. Рыжий-белый. Американский стиль. Американский стиль такой. Вот его хочу именно под себя, а белых лошадей, белых коров. Бар это, белый, алчана, үрүңөң эйеха символ чего? Дороговизны, стиля. Тора манек үрүңайы индеви курда, тора это что-то такое священное, светлое, процветающее, дорогое, не знаю, красивое в конце концов. Красиво. Антон, машина это все, что здесь не подходит под этот образ, который я замыслила, это просто промежуточный этап. Все, к этому идем. Стены дома будут белые с той стороны. Дома тут внутри еще посмотрим, обшивка и вот это пазлинки будущей реальности будет уже воплощение. Белые коты есть, белые собаки будут породистые, тоже будут на продаже. Вот эти уже распродаются. Да? Вот көрүнөр бу атыланалар нелдиге такарын дирекtor ярын нахачкайдер алла мен бу кахандаганы манны килибер королугу туппатаган хем алла бастан кирем алла манны хадере хадере туттан буту муту билим бу табарстан айолор бунди он хадере ки яха манны тугу берере битче ки каян олор курду манны сымнан да налыян олор курду болар экенди Неле, онтон бу манна гектарга келенгер эн аймактарын, чугас жоннорун кайда кылындылар? Утаралыгы была, кыгымыры этебите. Кыгымыры, это твоя мечта, и ты иди, я тебя понимаю, поддержу. Все остальные, Аллах, это путь, то хуну эти амен, коротки титаган, на ногатего, и на кыего, ден Аллах вообще. Гынан барын химбирка бэлэхэрэтлэр. Отчинанка бэлэхэрэтлэр, там вот насос подарили, и бир маятага жием, олус күшкө көмірәспіде. Да, она очень сильно помогала. Вот, я ей за это очень благодарна. Хоть она и не верила, и больше всех ругалась, говорила, Аллах, не сможешь.
Но, короче, я кастрюлю итамын, олох бобутори там, плитку им беревнит. Но олох атен ходит. И вот такой двойственной помощью. Но получалось потихонечку. И со временем, когда вот, конечно, год прошел, зима, да, сейчас вот 4-я зима уже будет проходить, или уже прошла. Поверили, да, 19 это осень. Ага, төрдүс барара бит. Поверили. Билигин ылжытты келер жон бол хайжаларда. Онны курдук, Чөйдө, ача ылыннактыра билигин. Кеһи тоқы барар өренер дилерди. Особенно Багарбыдыярда. Ол ата эн өйгер сынаар эме ити ничтанда маннык тох биле улаатыргарди. Олоққа көрсөспүт ырахаттарын кемелестактыр ди. Да, закалили. Самый оло маннык комоян олорбут, маннык уже маннык комоян олорбут беремен санан болгон. Ол боллана кергенин уже араксыбыт салана. Кастастак. Ол где-то сюбевин ахам грам боллади. Мы уже 10 лет прожили. Первые 5 лет нормально жили. Вторые 5 лет уже пошел бардак. Потому что ни он не умел строить отношения, ни я не умела. Да? Мы как что попало. И это были и пьянки, и душил, и топоры, ножи, истерики. И казалось, что это никогда не кончится. И безденежье, и несвобода. Я и без образования сижу дома. В общем, в каком состоянии придет и все такое. Но это было тяжелое время. Потом было другое тяжелое время, когда... В каком состоянии? Он мог прийти просто на автопилоте, друзья, блягалалар. И дагерлер, мог делать что угодно вообще. Онтон ол кемтен басхонор бар. Прям в этом. Отон эме тохте оннук биле аткалар дагыт да тохтуга тахада. Ол онтон тахсаргар тохсананнан кайдах оннук биле ханага келдин тахсабын ден. Бу меха билеген басхонор буннада ден тохтан тептер бикини. Ол болана мандык моментта кинеме терик келен баран мандык алан баран биле загрудки ден боллади. Алан баран биле мандык то обкосяк двери мандык туф оксар боллади. Аны биле октан төймен шрам где-то у меня есть до сих пор. Аны кым ася мандык летин биле көтөк бүтөр. Аны янар кым летин тутар. Ана мама разводись. Эрин литер тутухар агатын литер тутухар. Ана мама разводись. Мама, хватит тебе, бля. И ты Фаира разводись. Кини көдөс бит. Мен эсэ кары аны сөт улай хачактады. Кыгын этпетага болдор эм. Наверное, он меня убил бы рано или поздно, потому что... Ача хараккан Аллах кыгын арибыта да? Он ради нее только разошлась, потому что... Потому что все говорили, в советское время была у человека. Сама нашла, стерпится, слюбится. Инди вот это все очень давило. Мы были очень долго отстаивали наши отношения. С 15 лет поладили. ЗАГС там через знакомых пошли в 17 лет, зарегистрировались как-то там через связи. И тут вдруг мы говорим, разводимся, да? Как-то вот было и обидно, и не хотелось. И родственники как-то сильно вообще не вмешивались, хотя знали. Но это... Эрин боллана еле агалага деп. Ете барыты, агата эме барыты. Но кинер орас патактыра. Орас патактыра. Тулуйден болду. Тулуйден болду да. Сеп, онтон ол кыгын этте. Жанна кайда контуйдун ана. Онтон те араксабынден ылымы бар. Кергеним изменяй дабыты, оны билбите. Мен онон туганан начедик скандал бөтөн оңорон барамын. Араксабынден вот это были такие, скажем, причины. И мы расстались. Антон, ну, чейдик араксабыты да?
так, более-менее. Блин, беса. О, кинель биде. Ол аргылан кен. Ояқ ол биде кисте. Орна биде цирроз печени болын бірақта биде. Это было уже давно. Эдерегер учауна кухам болду да? Төрденін ағам бірін. Төрденін индеки. Это так. Түттер келе хатабатайын да? Бастыкы ол арақсар бұд сағана хайы хатабыты гынан біраттын мен уже на принцип пошла была где. Слишком много обид деген было. Блин, она так пона, если тогда вот психологи объяснили бы, да, то было бы нормально. Да. Он бы, может быть, исправился. Но я не знала, поэтому мы расстались. А так, мысли вынеслись. Ну, в общем, нет, я ему шанса не давала, конечно. Уже все. А что опять олар он уже тухтан кухам болду? А то готовы рика белярды? Характер был непростой, поэтому с дочкой они тоже общий язык не находили. Постоянно деген калячы. Ну, уйтагатыр етіп. Ағатығыр, но бір күйімдағаны такие генетикаларын алан. Сейчас характер, да. Чай басхоланны. И началось это вообще с нуля, без образования. Эдивина мандык уже кёналар бапут кина хамнага инго. Счетчик гарантирован, электрический счетчик. Ола бильбет аппарата. Твой будет выдала, да? Как свет оплачивать? Коммунальный день налоги бартын кине органтады. Тёнал канте были продавец продуктового, продавец мебельного, тон индексия, Антон Хамсанакен был. Задача была идти только вверх. Они были ханер агаме питгердел. Туа тен сылай лянулар танди. Я говорю, ну зато только вверх, да? Тыш, вверх. Последняя точка без образования высшего управления кадров ЮГУ Лилян Баран. Там как раз только начались эти аттестации. Ну я же понимаю, что я же не пройду аттестацию. А дальше вверх куда? Только в бизнес. И все. И тем более это был шаг на свободу в сторону гектара была. Я как бы козырно. Ну, я помню глаза моих сотрудниц, когда я им говорю, все, я увольняюсь. Ни работы, ни образования, ребенок, ни квартиры вообще. Ты куда? Ты куда, да. Вот ровно как этот гектар тоже. Ты куда? Туда. Антон, он на опустошение индиан хохотина? Я уже шибко не помню. Там были... Ну, такие периоды, они часто, конечно, были. Паники, депрессники. Да, он депрессия лачил. По-разному было. Благо зошпан. И... Хайдах депрессия, хайдах... Депрессия ден... Хайдах... Уныние было. Уныние. Паника, руки опускаются, все кажется беспросветным. Он это период, как ну... Волачин, я. Болбот полагаю. Работать надо, что-то делать надо, не расслабляться. Не расслабляться, не да, ты говоришь, хаиган. Что-то делать надо, на аренду деньги копить надо, короче, на имбирь. Хоть и страдаешь, но что-то делаешь. И это хорошо. Потому что только на движение энергия приходит. Питная стакана, это уже все. Это уже конец спора. Если плюс туда еще добавить какие-нибудь алкоголи, это все. Нельзя сдаваться. Вот. Но, оказывается, можно было бы все и проще сделать гораздо. Например, выйти замуж. Вовремя выйти рано замуж, да, после развода. Уже найти нормального мужа. Уже вместе добиваться. All время были такие поклонники? Конечно, были поклонники. Я же молодая, красивая, интересная. Но я не умела строить отношения, поэтому ничего не получалось. Но в нынешнее время, вот, например, если он на джернелигаем тухнет, я бы ей сказала, найди хорошего парня, выйди замуж. Где она может найти парня? На тот момент на улице подходили, знакомились. Конечно. Когда девушка молодая, самый такой аппетитный период, да, то женихов завались просто. Аппетитный период это хаса. Это пока не сморщится. Это все еще аппетитный период. Нам надо время это не упускать. Оно кратковременно.
Особенно детородный период, это очень важно не упускать. Вот чем невеста моложе, тем она интереснее была, тем она востребованнее. Болар, да? Кимередеки Корея. Онтон тохтен бардиватта оннан белеме хоғым болу да, ол биреме. Онтан билейне тәңі биреме, текелер биреме. Ол бар, ол нейлига биреме. Ну, может, мне надо было, да, это Галгана Бартын АГК, чтобы я узнала, каково это жить там одной, все это, да. И сейчас это мне очень помогает, конечно, в работе с женщиной. Микинер проблемаларный дювин, от и до дювин вообще. И как ребенка одна поднимает, и как вот надо работать, и долги, и беспросветность, кто-то не может там развестись. Я и тех понимаю, да, и этих понимаю в Алладе. Это мне очень помогает в работе сейчас. Онтон билейин боллағана оннук тон тохтих қойабей аргыхыты кытары олорор денемен хаманы күске этилли да. Онтон оннук кухан характердах кихини кытары олорор жоммоту беленте то бу керен арга тусы беленете. Кергена вообще вот да, нас рожали не для того, чтобы нас мучили, тем более били, да? Мы же рожаем своих девочек не для того, чтобы их кто-то бил постоянно, правильно? Мы всем желаем добра. Олен, также надо относиться и к себе. Не для этого вас рожали, чтобы вас били, обижали, оскорбляли, унижали, да? Половинка должен прийти, чтобы жизнь стала легче, а не хуже. И это надо иметь к себе самоуважение, оказывается. С этого начинается. Оно было великое, соно терпи, молчи, тулуй, там, айдарма, үйреттақтарына. Оны кыз бәтін желаниеті кайын истебет болан, оны қадыры тулуя адыр. И из-за этого с ней потом муж делает все, что хочет. Потому что у нее нет внутреннего самоуважения и сказать, хватит, да? Вот. И нужно именно воспитывать молодых девушек сейчас так, чтобы они имели уважение к себе. И тогда их никто не будет обижать. Они будут искать для себя самых комфортных половинок. Олата кыз оғабын қайда етектәқпіне? Кыз күттік, олы ол күттік. Білем болан, это эмансипация тематын, все видеофильмы, музыкальные ролики, они показывают очень силу. Да, есть баланс инь-янь. В ней есть две половинки, мужская и женская. Мужской 80% мужской образ, мужское поведение, 20% женская энергия. Когда в мужчине слишком много женской энергии, это жеманность, истеричность, ну не мужское поведение, ведет себя как баба дилер, да, вот. Это уже перекос энергии. Антон, ол перекос энергии, он джаджага ким берет? Часть генетика дает. Генетика химбир бар, да? Генетика бар, я вижу таких, и детей, и взрослых. С отпечатками работаю, отпечатки связаны с мозгом, с генетикой. А часть дает, опять же, воспитание. Но, опять же, есть структуры человека, касты. Есть более грубые касты, да, скажем, назовем их условно орки. Грубые, брутальные. Есть такие средние, интеллигентные, так скажем, да, это гномы, скажем такие. И потом есть эльфы. Это тонкие, худенькие, утонченные парни, утонченные девушки, просто телосложения даже разные, даже лица разные, да. У орков, например, очень грубые черты лица и манеры соответствующие. Это спорт, военное дело, полиция, ну, грубые вот эти. Да. Интеллигенция, педагогика, социальная сфера, это все гномы, булалар, и телосложение соответствующее такое же. А эльфы — это тонкие. Очень тонкие, худенькие, никогда не толстеющие люди, которые хрупкие, понимаете? Они хорошо работают в высокоинтеллектуальных сферах, творческих сферах. И обязательно надо каждому находить свое предназначение по своей касте. Очоно ол касталарга олоннук жакталар эми андык касталар болбайды. Андык каста дейт. Атен касталар дейт. Каста. Каста энергетики людей. Энергетики людей. Онтон жақтар кенеме туспа болбайды. Есть женщины-орки тоже, грубые, такие бой-бабы, да, вот это матерятся, дерутся, грязные, там какие-то очень неухоженные, черты лица такие, да, очень
телосложение плотное, очень такое. Пьющие. Вот, знаете, вот это, ну, грубые, некрасивые. Но опять же, по телосложению это можно даже понять, по лицу, может, по чертам лица. Вообще миром правят образы, оказывается. Какой образ вы создаете, энергетика этого образа делает человека. По одежке встречают, провожают по уму. Потому что одежда, она показывает образ человека, его самоценность, его стиль, ухоженность, волосы, одежда, обувь, да, все в человеке говорит о том, он себя ценит или не ценит. Потом образ. Вот, как уже говорила девочка, она должна быть в образе женском расти. Если девочку с детства учат бить кулаками, бокс отдают, да? Если девочка дерется постоянно с мальчиками, и ей говорят, дай сдачу, дай, да, то она вырастет. Да, она может стать лидером, она может стать руководителем, бизнес-леди, но, к сожалению, с личной жизнью у нее будут проблемы, потому что она не умеет принимать помощь и заботу мужчин. Она будет с ним спорить, она будет с ним соперничать, она постоянно будет пытаться доказать, что она и без него крутая, да? И вот все, и мы, женщины, у нас другое предназначение. Если, образно говоря, есть пещера, а есть мамонт-добытчик, наша задача – это пещера. Даже у мужчины он семя свое может распылить на многих женщин, правильно? А мы можем принять всего один сперматозоид, в себе его взрастить, и наша задача сидеть в безопасности за спиной мужчины, взрастить это потомство, которое будет потом же его же старости содержать. А если ол оннуга түер, да? О чем мужчина может изменять, да? Теоретически может, конечно же, но ни к чему хорошему это не приведет просто-напросто. Это будет распыление. Если мужчина идет чисто по физиологии, это обжорство, сексуальная распущенность, да, что там, алкоголь, это же ничего хорошего не приводит же. Гуляние, да, например, от мяне-мяне, сексуальная распущенность. Ни к чему хорошему это не приводит. Любой перекос – это плохо. Семейная жизнь в какой-то степени аскетизм, да, аскеза была, да? Нагулялся в свое время, все, теперь отдаю сердце одной, ее буду делать счастливой. И уже в паре мы по балансу инь-янь взаимодополняем друг друга, влияем друг друга на состояние. Если мужчину мы правильно находим, он делает нас счастливее. Мы становимся рядом с ним чукурушками, да, нежными, спокойными, защищенными, такими беззаботными. Если мы находим неправильного мужчину, мы становимся напряженные, упаханные, уставшие, злые. Вот. Очень важно найти правильную половинку. Соответственно, опять же, женщину, какую найдет мужчина. Если он найдет себе вечно обиженную истеричку, его состояние будет очень плохое. Рано или поздно он заболеет или сопьется. Если он найдет гулящую, ему будет плохо. Если он найдет там... Ну, то есть очень важно найти правильную половинку и выстроить с ней правильные отношения, чтобы в балансе, вот, друг на друга влияя, мы делали каждый день очень приятным для сожительства. Потому что мы друг другу замечательно можем жизнь облегчать. Сколько можно удовольствия вдвоем получить? Чай пить, болтать о том и сём, вместе на рыбалку ходить, вместе по лесу гулять. У меня столько всего появилось вот с появлением моего мужчины. У меня свобода появилась. Я в лес могу сходить, там как-то рыбачим. Вот сегодня мы, пока вас ждали, мы дождевых червяков наискались. Он их одевает меня, а я ловлю рыбу. Я червяков не трогаю. И рыбу не разделываю, кстати. Да, это он делает. Он делает, да? И никого не забиваю, тоже он делает. Потому что это не женское это дело, забивать кого-то. Антон көрәле, ол бұл тиен эркеген болуынан да, бehen аңаргын. Оны бұларгар әме историялахте кірітік арияған? Чтобы найти своего мужчину, есть определенные правила, оказывается, да? Есть определенная система. Этой системе я обучаю, потому что я ее сама исследовала, проходила обучение у миллионера Павла Кочкина, психолога с гарвардским образованием по женскому предназначению. Ну, плюс еще очень много коучей и психологов прослушала. Там есть система, то есть нужно сперва дружить, потом постепенно общаясь. И потом не надо закрываться от семейной жизни, не надо думать, что нету нормальных мужиков,
Там нету нормальных женщин. Есть, надо просто искать и найти. И это требует время. При благоприятных условиях примерно год и за год можно уже половинку себе найти полностью, вплоть до ЗАГСа. А любовь? Любовь очень часто путают с влечением и влюбленностью. Потому что даже если это, предположим, увидела, влюбилась, не могу, да? Хорошо, а предположим, он бьет, он гуляет, он не зарабатывает, да? Она очень быстро испарится, эта любовь. Она держится на уважении. И наоборот, с уважения начинается уже теплое отношение, симпатия. Физическая симпатия сперва обязательно должна быть. Уже человек, который никак тебе не нравится, ни по запаху, ни по виду, с ним никак чего спокойно. Но вот с первой симпатии тела физического, потом начинается сближение, характер, взаимоотношения, взаимопомощь. Оно уже теплее. Все, а потом уже родную личку Эн околобур то бу аңаргында көрдүргер Инстаграм неңе социальный сеть көрдүбүн жанакниги. Бедные мои родственники. Он удар дёгол буттары. Улаган айдан оннами бол буттары. Орторукта даже до сих пор не общаются. Тохтене хайыллары. Ой, вы чё жало брахта. Вот я просто логически подумала. Я по дискотекам не хожу, живу на гектаре. 2 года прошло, деревенские еще не активизировались, 2 деревни, да? Думаю, видимо, я им не подхожу. Ну а что делать? А где ты жива? Надо искать. Все, я подключилась к онлайн-поиску в онлайне. Он и диабегат, просто вот, бэм, он и диабегат. Эксперимент курдук, да? Инстаграм — это еще одно место для закидывания крючка девику. Как я женщины обучаю, да, любые WhatsApp-группы знакомств, свахи, брачное агентство — это всего лишь озера, где можно выловить себе потенциального мужа. И Инстаграм, как еще одна рекламная площадка, я там взяла и сказала, да, ищу, выйду замуж. Выйду замуж. И Олаф пошел резонанс. Какая смелая, сказали одни. Да как ты смела, сказали другие. Ну и в итоге нашла. В итоге, да. А то он тәлбәх заявка кирбиде. Кирелде заявка. Кириллер. Ведь очень много интересующихся было, звонили, писали, переписывалась, отсеивала. Отсев был большой. Но нашла в другом месте. Нет, нашла именно там, где искала, онлайн, но и по своей же методике я нашла. Доказала себе. Доказала себе, и могу доказать и другим, что это реально. И сейчас я веду группу невесты, уже 1,5 года веду, и женщины, которые были без отношений, уже они в отношениях. Да. Я очень этому рада. Они говорят, эта группа бесплатная, бессрочная, просто мой вот такой благотворительность курдук. Когда-то проводила марафон «Как выйти замуж», и по итогу тахаллах таради. Я так эту группу веду. Антоната кихи-сыгынныгар бу, да, мучалет таха отношения. Үлеттен тахар, да? Үлеттен тахар. Тулур, үле и понимание ролей мужского, женского, ну и понимание вообще психологии женской, психологии мужской. Вот это надо понимать, что у мужчин другая психология, у женщин другая. Онна эме биреттиктен аңарын эме белем болуктак болду, да? Чуече, ну да, белем болон надо, кинеме искренне багарен надо, что хочет семью ден. Не просто погулять, но семью. Антон, мандык билиңе олоққача ити ағасты кеттіққа таңнарын хал бәтежі, оны онлық саналарын. Это, конечно, очень плохо. В любом случае, если это выясняется, то это может быть максимум 1 попытка, потом уже надо расставаться, бывает. Если человек тебя не ценит и с тобой не хочет быть, зачем с ним быть? Свободных мужчин много. Да. Женщине никогда не надо бояться выходить замуж. Вот это, может, некоторых держит, да, там, многодетных, каких-то, например, пожилых держит, боятся расстаться. Не надо этого бояться. В любом возрасте можно строить отношения заново, бесконечно, если это требуется. Женщина никогда не должна оставаться без защиты. Это семейные ценности.
Семейные ценности это они и есть. Онтон иккистен оёхтахкаһынга олор ньяват. Вот вчера у меня буквально была клиентка, 3-й раз вышла замуж. Со вторым мужем она была несчастна, он, по-моему, выпивал, что ли, он ее мучил. 3-й муж, простой мужчина такой, она очень видная такая женщина, и он ее сам взял ее в жену. Антан каса олагы. 2 олагы. Онтон маннык тем барди, биле сорох туққа этеллерде. Ого мәйдәбет. Ого мәйдәбет. Дохтер бәді усложняет аватаны мәйдәбет. А если она будет говорить, ого, ты, там это, ну, там очень большая психологическая работа, конечно, требуется. Чтобы и он не обижал, она должна видеть разницу, когда он их обижает, а когда он их воспитывает. Да, видеть разницу. Онтон олы итиге да, токуйдан көрдөккө да, атын ага келер боллага же. Ол ага исегеттен олу кырбаба, да, билем анык этерге дылычмаригым ма дейм боллагана. Почему нет? Нормально, он сын. Вообще в мужском мире довольно жесткие взаимоотношения. Они постоянно друг друга подкалывают, издеваются, отбираются, чморят друг друга, да? И только когда в женском, наоборот, мы постоянно друг другу комплименты, да, мы очень боимся друг друга обидеть. Там, ой, хорошо выглядишь, там ты похудела, сумочку купила, перекрасилась. У мужчин, наоборот, здоровый, жирный, там, ну, они друг другу издеваются постоянно. Это нормально. И это их мужской мир. А киндер тохтарын короллер. Иерархию свою смотрят сразу. Статус. Сразу высматривают, кто слабее, кто сильнее. Он определяет очень быстро. Через слова, подколы, да. Мужчина, если не физически сильный, тогда он должен быть с юмором или интеллектом выше, или достижениями выше. То есть тугнанар хотухтах. Химбир. Ага. Тогнары кинет не будет Это бегать социальный статус за пивком. Социальный статус это тоже статус. Статус. То есть его должны за что-то уважать. Он, если он не умеет, за что его уважать, тогда он будет бегать за пивком. Оттон тохтен барди, били ухум байтык олорон барандар ген араксалдар ди, бирге улата нейин барандар. Оттон тохтенди эркие били бәйтим местетим буларды, бизнес арыяр, хайыр. Онна атын сирдекке кардылыр да. Ити тохтан болон неби. В смысле, били оягон кытта атагагар туран баран? Ханнары баралар. Араксалдар. Араксар. Ота араксар боло да. Икке логунан олорор дихка да. Ну тут может быть такое, что, во-первых, жена не заслужила уважения каким-то образом. Слишком впала в роль домохозяйки, мамочки. Или кергенеген. Он ей не нужен, куртупала. Ол курту, сыночек. Блин, он бейди баралар боглади, по сути. Она ему не женщина, о которой надо заботиться. Поэтому он... Деньги есть, а чего бы не пойти? Кругом вон губы, груди, да, все доступности, да, все на деньгах повернуто, и поэтому очень легко доступность, это есть проблема такая, да, это есть такая проблема в обществе у нас. И мужчина от этого держит совесть, а еще и желательно, чтобы все-таки женщина не забывала, что она женщина, в первую очередь. Тогда, когда она дружит со своим мужем, когда он о ней заботится, если она его не доминирует, не подавляет, не становится скучная серая мышь, да? Энергия сексуальности, она все равно должна быть женщиной. Игривость. Это все должно быть, тогда он, в принципе, не уйдет. И совместные планы, достижения, драйв какой-то должен быть. А когда каждый день сурка, она еще сидит там, какая-то рыба, не поговорить ничего. Дети выросли, и интересов общих нет. Вот это печально, конечно. Когда женщины думают, да он со мной на ноги встал, неблагодарный, ушел. Он ушел к той, рядом с которой у него состояние мужское. И опять же, раз он ушел, значит, она опять невеста, значит, она опять может выходить замуж. Я так считаю. Олин, он вообще, она так теперь сразу на рынок невест. Всем привет.
выйду замуж. Да. Женщины слишком эту тему усложняют и слишком держат за мужчин. Нельзя так делать. А дети? Дети лучше воспитываются, когда они видят красивые мужские и женские отношения. Если папа маму бьет, мама ходит как ломовая лошадь уставшая, да? Какие тут семейные отношения? Или они не разговаривают, такие семьи есть. Годами не разговаривают ни о чем. Мама в телефоне или с детьми, а отец там сам себе приходит. Или пьяный приходит ночью, еще хуже, да? Пугает всех. Или ночью вот начинает там все мозги ковырять, не спать давать. Зачем такие семьи отношения? Это не семья. Ол итирен абаран ай келбит кихи, жетер оннук тоа келери. Это кино дети Влади, кино он например. И он думает, что ему все можно безнаказанно Влади. Олен нагалыш. Сэп оннук келбит кихи холобур жактар хайдах кыанныгдагай. Тухол бара итерик кейна кытта ясно, понятно, нервный давекка хаявка до утра дотерпеть. Утром обгладать лицо деви курдук. Утром уже кевсетен, хаян. И понять дальнейшую стратегию, да, это будет повторяться или не будет повторяться. Если это не будет повторяться, мужчина извинился, как-то вот доказал, что он больше не будет. Ладно, дальше можно продолжить. Еще один раз. Если это уже вообще входит в какое-то постоянство и уже начинает сказываться на психологическом состоянии детей, жены, да, зачем такая семья? Все это надо прекращать сразу. Отчоғына ыл болан баран жақтар границатын разы тектақты. Аннук, границы сразу этих. Холобрамен, иннеге тулуй баппынден. Битте. Отчоғына эркеге оны әме өдюр болан. Именно оно бесконечно тулуяр жақталары аннук уже нахалан уже қайдақты болуқтарын білгендер олен. Отчоғына жажа беребекке дейді жақтар. Аннук, с самых первых минут переписки эркеге жақтар слабенькадан аны беріп эркелер. Онны қанан иннен берерін, берберін көрер. Оға өменді күнерде. Қанан тулургын, қанан қайығын күрчеккак. Аннан көрер, онтан еден или бесконечно терпеливый, выдохшийся мама уже есть. Ребенок уже по потолку бегает, уже людям надоедает, да? Неприятный тип. Это уже неправильно. Им боях, да, им ладим. Он уже то же самое с мужчиной. Антон, холобур оннук эркихи, он чоннук семьяға улаталлар оғалар, да? Жекергенге улаталлар. Айдан, куйдан, жай этихи оқсуғу, да? Антон, маннык болар же, сораға жақталар кистейлер же. Оннук айданларын, да, оғаларыттан кистеяқтарын хеп. Оны холобура этихини кистеямехтерин надо. Этихен бараннар, элехен баран, хотя болалар костюм надо. Потому что люди, они не знают, вот у меня была клиентка, например, родители, говорят, никогда не ругались. Я никогда не видела, чтобы они ругались. Они как будто всегда были очень мирные, но по итогу она выходит замуж, начинаются конфликты стандартные, она не знает, как себя вести. Она не знает, что там нужно как-то вот выстраивать границы, что-то разговаривать, да? Она думает, все само как-то разрешится, а все только ухудшается. И дегенен мамалар должны на эту тему обязательно с дочками разговаривать. Доча, вот папа сейчас вот так делал, вот так мы с ним поругались, вот так мы решили, и вот у нас теперь вот так. Если папа виноват, он делает так. Если мама не права, то так-то дегенен и олтугунан кепсетехте. Отон жехигер өстемандык тем бар ди, эр кихини бруйдаһын, жактары титтенда, жактар болланы, ты ия болар болла ди, ия аганы бруйдур, ага иени бруйдур да. Утары турортаһын бар болар да. Бар болар, чон семьялар кеме. Олоннук турортаһын тухтан тахсырый. Такаралартан болар. Ну, а им кажется, что давайте сейчас вот детей настроим друг против друга, им типа мы будем правы, да? А что с этими детьми будет потом? Киндер ол агаларын постоянно уйгулля хаджыбытын көрөннөр, киняху бастыбыл хох, агаларын тылын уже истихатаваттар, уже хаддараманы кем вообще кимнене инде күрдүк көрөллөр, ол ке аны чувствует дур, эме оголору утары барар. Нахалыр биле кагытыр, хайыр бәйтин ихнәре хатыр боллады.
в итоге он что? Пугает сыновей, пугает дочерей, они потом семьи создавать не хотят. Вот что получается. Ага. Образ отца должен быть уважаемый очень. И дети смотрят на отца через призму глаз матери. Если она говорит, ой, я келлин, что ли, да? Или она говорит, о, папа, вы тер, вчера стол буду, тогда вы вчера папа тарелкой угробит, папе первую тарелку, да, там как-то вот. Уважительное отношение к мужчине, глава семьи. Оннук кына сылжаннар иелер бәйлерин сүтерелерди. Это если агары баралар. Вот инь-янь баланс. 50% думаем обо всех, 50% думаем о себе. Вот чағана біле лечь в костюме на алтарь семьи, да оны болу ақтақ. Агары, я же мать, я же жена. Ота хорок чактарлар маннык кыналлар дебатта. Биле агалара көчө үлелир да, үлетигер нар сүтер хайыр да, onu биле компенсациялан денден учалыттакка биле соғу бар оңырақтан да, бұл бейі бабы бейгі тұспызор үлелер да, бар ол үлетігер атын үле ден кабычка игер боллағына. Онна түйіндері ол ағаларының көрер боллақтарына. Ол тұққа келдірді. Оғыларға семья болыр бұл. Хем бір жыңнақ сығаны кістәмәккен. Жақтар қарағынан бірдің көрер. Онда смысты көттірер болла сығаны. Оғылар хем бір оны чувствуйдылы көрелер. Жабы жыңнақтық таптағалырды, бастағалырды, или бұл семьянан де. Холод бар болла деп отношения. Хем бір қаннары бара-бара ие санарғыр, қайыр, оны көстер бұл. Онтан қолабырча бұл арағыстылар да бұл семья арақсар оғылыр боллағына иелергер қалалар. Ағалық боллағына тінсірге барды. Бұл ие боллағына саңаттан әме бұл әрденер, жабитталарыстынар әрденер. Онтан оғылыр қайда ғылыналар дем бар же? Ол ғылыналарғар кім көмелі өқтіғар? Ие көмелі өқтіғар. Екамлы яхта, онна усана кине оғларга сыннас, оғларга үче сыганна, оғларга тыл булса хатабыт эркені кытты болатақ. Замечательно. Мен қолыбыра инник бир клиент калатым. Наха керген таққабакка, она вышла замуж, керген тастаде. Жажеті боланы олын сенер, хоско үйрер, қайырда, бәді грубай. Чөче боланы қайық бәді характер, оннық дейде тулыя хаджыр. Оғыда боланы, мандық хатан кепсепет таны хатан білгені кітті. Ну, я хочу, ну я, вот, я так. Ему всего 5-6 лет, и его уже реально запугали. Вообще. Представляете, какая психика будет у этого ребенка, да? Зачем она такого мужчину выбрала? Ота хорок мандык чекни өйдәйтим дип та. Онтан булланы колобур ол огон багара ата тыннакта ханнар хаҗарда элбетек болун ди. Атын сергече барбы тараксан да атын жактардан мут хаябты да. Онта барда ол ата агабы теме оготунумдан кебисте да. Бу оготчо страдайды болмата страдайды. Ага. Огону кытта сыганнары ол эме биле иетиттен эме тутуттак боллади. Кени уханнык биле хүргемеден болланы оготун көдөрмөн сөп, агатыгы рыйтымын сөп, сен настройкалын сөп. А так агата жигинен үчөйүн кеги болланы атын ыта хатын надо боллади. Есть такие семьи, где после развода сын ездит к отцу, они очень хорошо общаются, потом всю жизнь общаются очень хорошо. Онда ме ие орола. Ие орола Олахан боллакта. Потому что ого кыра боллан, айдавет им боллан, иетин итагайыр бо. Тофтирни. Ага. Онда мандын че эмие дааны биле багар элбек кихини үргетем да мен. Бу ыйтыбына. Ми жакталар баллар же мандын чоо көрдү хатан сымайды хатан хеттиба хетти жажыны пробалаптыр да. Ол оннуккаян тохтен бен анаган эдаган. Билем боллан өчөй байты коучтар, психологтар балдар. Эркени көрттөн почему-то эти теманы была не өйдүлөр. Эркени көрттүр олата багарбыт, олата бараларын кытты утуяр, олата күлөйм сехтен. Эти бияга сагаларга мен онус бар. Аны сыга өйдүлөр. Оны жакталар дааны бәлер сыга кардылан аны. Баралар кытты утуян кирен элдер бутта. Вот это ошибка. Надо дружить. Да? На первоначальной стадии надо просто дружить. Не надо спать. Тогда не будет такого, что гулять. Друзей же можно несколько иметь.
Сеп. Онтон холобур онну биле онну тон иелер син бир биле кыз ойын оглак боллактарына эме ари мандык тора хогус тугут көрдөрөр боллактара ди олуна хогус холобурда. Кыз оголоргар баарам берихтернада. Кепсети канада онну. Холобура доча мандык ситуация болла. Бе агата хо халдыбыт. Бега опсенен бу олокко мандык жактар айыркейте со халыктак. Жактар под защитой мужчины жактак бар болуктактан. Эркене кытта олок легче болду да. Будан хоп чөпчүкө болор. Вот, олем бала мен билген товарстаныгым. Товарстары эмбихи мен кен көрөкпүт. Ханны күчөйүн талыкпыт. Ол кейине кытта Алта огор эме выбор берани. Можно. Очень часто бывает, что ребенок интуитивно правильно делает. Например, чувствует, что дядька какой-то очень не тот. Он же может к матери типа хороший, а ему вот плохо относиться. И ребенок это чувствует. Онтон холобур ондук тус проблема мандык болбут холобур биле. Той эми ол атай ие оролу Онтон семьяга бу же кергенге да бейен аңаргын болууга бу эрки онна жактар сыгыныгар да били баланс болуктакын. Ол балансы буларгар ким орола ордук күстөк болор? Кенерин тең, просто предназначение разное было. Женщина за мужем, за мужчиной. Она в пещере, она сохранительница очага, уют, теплое место, куда приятно возвращаться с мамонтом. С мамонтом, да. Ага. И где женщина рожает или растит детей, которые вырастут и будут же, они же мамонтодобытчиками. Они его старость обеспечат. Без нас, без женщин никуда. Она женская энергия очень сильно связана с денежной энергией Девятипяти. И чем амбициознее женщина, тем, скорее всего, они будут лучше всего жить. Чем женщина бардыты бәйті күттіна ғадир, ой, никанама, ой, это опасно, ой, этот дядятым анық аллара табдыр. К сожалению, эта семья развиваться не будет. Дядятым, сколько бы они ни работали. Обязательно должны быть амбиции, да? Хочется новый дом, новую жизнь, другой уровень дембар. Оказывается, реально есть уровни, и они состоят из пазла реальности, то есть вещи. Машина, квартира, да, где-то жить, как-то вот чем-то заниматься. И человек по этим уровням идет согласно своим амбициям. Он может и должен менять. Кармически мы рождаемся на разных уровнях, но поднять – это наша задача. Наша задача – подниматься по уровням. У кого не было семьи, подняться на стадию семья, у кого не было денег, подняться на стадию деньги. То есть, мотивация бар болуктакты чона? Бага. Самоуважение должно быть. Да, я не хочу жить так, потому что я себя люблю. Я не хочу вот так одеваться, хочу питаться там, хочу жить так-то. Именно самоуважение. Опять же, любовь к себе. Антон холовур сорох жактары эркини инструмент курдуктар ди? И это неплохо, потому что эркиге иметь второй инструмент курдуктар. Что, она кушать не должна готовить, стираться не должна, детей не должна рожать, секс не должна давать? Это же тоже инструмент. Сеп. Чона бәйләре били взаимовыгодное, да? Взаимовыгодное сотрудничество, плюс взаимное уважение, взаимная поддержка. И вот это уже и есть, по сути, семья. Антон, че билейм бу биге энбике Аллах бут өртөңне кадында. Нелли билейм буллана бу наче сылас бажар келемелер ол биге, да? Сып сылас да. Аллах маннык кең нелемен Аллах тохтакын гектарда биккен да, кайыстыван бар. Онна уже барта маннык чөкө багайты колорор экенди. Өрүс үрдүгерде кихере багаран да кихере мечтайдыр олода орох ке на мечтайдыр оно сылым бени сетиспеттеп да жаллакымды жаллакпын ке жалын бәте гастыр аны беле жалбар тох тийбе дейди ол бираны толкуйдан баран ол аны исправить на ол бир меха толору жалбар гектар тийбе дете самозанятость, да, вот свободный, достаточный доход, ну или половинка, лошадь. Вот оно, баратын, лошадь, белый
как животные. Вот, ага. То есть все это есть части идеальной жизни была. Вот она остается. Как хотела, холбра подругалар металлер. Аючен хата илленга биккен дейлер. Ну, конечно, столько лет я шла к этому, да, я шла с офлайнового бизнеса, перешла в онлайн. Теперь имею возможность работать удаленно с любой точкой России. Татарстан, Болон, Ленинградская область, Московская область, Омск. Очень много, с Новосибирска, Владивосток тоже, да. Очень много откуда мне пишут, звонят, общаемся. Клиенттер нам давал рычаг, да? Клиенттер нам давал, и республика Дюня тоже, с любого улуса. Это очень много. Күнге хас кехинеланы? Икки кехинеланы, максимум. Потому что он был хозяйством, он был все нами вообще феррадивны. Олет икки кехинеллах по-нами, вот так достаточно. А ты я работаю на качество, я могу на человека потратить от 3 до 6 часов даже. Это вот мой полный рабочий день был. Проблема тын көрөңдүн, да? Проблема тын көрөн, маңнай биле илитин тургун көрөн. Бәтин биле тугун фотоматериалы итер булдады по WhatsApp. Оны көрөн баран денежная энергия хайдай, саната хайдай, энергетика да обсына хайдай, здоровье-то, отношения-то. Потом это костер, динер, и начинается уже потом работа с клиентом. Я как психолог не задаю вопросы, я смотрю руки, смотрю, все ли хорошо. Это все взаимосвязано. Женское, так женское, деньги, так деньги, бартым взаимосвязаны. Бартаманы костенер, да? Стара. Холобра женственная, чуеча, харау, моя, дяр, да, энергия, тут тархаптараты, были движения разнообразные, им было, но это о многом говорит. А если man или это man не говорю хамсир, да, хаддера он херем, или он видно. Все, там сразу понятно, замученная жизнью. И начинается уже, почему, где это, отношения. Самокопание. Да, начинается разбор клиента. Психологический разбор клиента начинается. Какие именно моменты, да. Отношения, деньги, здоровье. 3 самые главные отношения, деньги, здоровье. Он и рахасабит. Самый олбаллади. И потом выясняется, у нее 5 детей, муж ее бьет табуреткой. Понимаете, да. И поэтому она сидит, свое предназначение не выполняет, хотя она там в касте, скажем, эльфов тех же самых. Хрупкая, тоненькая девушка, он ее табуреткой бьет и кулаком в лицо. Как она будет развивать свое предназначение, скажите мне? И денег нет, да? Ну, и он холобра немножко на мейлером. На место которого талам берем, конечно, дальше бәрілі бәріналы. Но очень много таких положительных отзывов, что мы все поняли, у нас появилась энергия действовать, у нас появился смысл, цели. Потом отзывы уже рассказывают, вот мы переехали, вот мы в отношениях стали, и где-то, короче, какие-то изменения в жизни. Мэр, да, наша Сардана Аксентьева, она когда-то обращалась, сказала, что я, говорит, в это все не верю, но у моей племянницы, вот вы сказали, что она предрасположена к экономическому, по-моему, направлению, информатика и кенина. Ее туда отправили, она стала кругом отличницей, кругом гранты, медали, все. И сейчас в очень хорошее место поступила. Говорит, я вот в это поверила. Были с трудными подростками мы работали. Она мне давала трудных подростков, воры, да, там, какие-то скандальные известные подростки, олар-то я работала. Уже от мэрии, можно сказать так. То олонно кайта хулили хаганы эми бартын маны бартын индивидуально олай. Бартын индивидуально, конечно, все инкогнито, все без имен, полностью с родителями. Но там с одной девочкой нормально было, в принципе, а с другой вот именно проблема с родителями. Да, это говорит Ого, от состояния родителей очень зависит. Если родителям некогда, не до ребенка, он сам себе растет, это потом их будущие проблемы будут. Он предоставлен сам себе, у него нету целей, он ворует, он курит, пьет, он занимается сексом там с раннего возраста, да, это уже будущее их проблема была. Зря они ударяются в карьеру или бизнес, не обращая внимания, как ребенок живет. Антон, коловур манник тем барди сорох жоннор
Ото билин психология сайданда ие кыска холобур, ага уолга холобур да. Олоғоннук. Но ие боланы олу мандык сайыннары мягкостью. Сыночка мейін бағасы сылла. Сыночка меға бағасы шоколадты қалдыра. Сыночка меға мағынна біле тугары мандык сосуғарға көмілөз да. Мейін кеға көрөз. Она через просьбы, она женщина, она первая женщина в его жизни, на которой он должен оттренировать свою мужественность. Он ей несет цветочки, он ей несет какой-то там каляку-маляку. Ой, какой молодец. Она ему дает вдохновение. Ой, как он. Давай еще, Мар, давай. Сыночка, хочу тобой гордиться. Сыночка, меня позвали на родительское собрание, я плакала. Пожалуйста, так больше не делай. Он будет мотивирован. Она дает мотивацию. Но если она его гиперопекает, это уже плохо, конечно. А так, ага булланы ужатына наверитер. Тулуй, кытат, спорт, тарылас, охсус инден. Это уже мама не может этому учить. А девочку мама учит женственности, уходу за собой, уходу за домом, аккуратности. А вот папа учит девочку принимать мужскую заботу. Легко принимать. Без чувства «я должна теперь что-то ему взамен». И очень много женщин не умеют с мужчиной сойтись только потому, что у них вот это внутреннее. Я ему теперь что-то должна делать. Взамен. Взамен. А когда девочке отец деньги давал за то, что она хорошая, там, за братьями, сестрами смотрит, или там она маме помогает, за что-то. Еще и болар. Еще и болар, киндерге еще и болар. Или папа вообще на девочку смотрит, как на мальчика. Давай, или да, там, или Уолтер, это вистенгамен хайр дядер. И получается в итоге такой не мальчик, не девочка, да, оно. Она были кыз, а вот она метаптыр, кинега меючей болатыр. Ол курду болатыр. Я таких женщин тоже много встречаю. Это очень плохо. А мужской били тугун это кайда? Сайда. Ол курду болатыр. Она хочет стать сыном болатыр. Изо всех сил. Или была она, отец, он как может девочку развивать? Делать ей комплиментов много. Ни в коем случае не пугать. Обнимашки, целовашки, заплеташки, деньги, подарки, да, помощь, защита. Что-то отремонтировать. Ой, сандалика порвалась. К папе. Да, там. Мама, мне надо что-то купить. К папе. Да, папусика. И все. И, пожалуйста. И уже она чувствует, что о ней могут заботиться. Человек мужского пола в доме должен быть. И это приносит большое счастье и удовольствие. Он навык пар была, но это у нее все будет хорошо. Она будет искать такого же парня, спокойного, который будет обеспечить женскую спокойную жизнь. Не будет ее мучить. А девочки, которых в детстве очень сильно обижал отец, вот у меня, например, так было, да, меня отец очень сильно обижал, и норму, это было как норма, что мужчина так относится. Обижал это в каком смысле, например? Юранин, да? Нет, были физические, конечно, эти. Чичигайдан, хаян. Да, если бы девку. Подзатыльник это самое мягкое. Подзатыльник это самое мягкое. А так, я была круглая отличница, потому что я дико боялась папу. Да, меня за четверки могло влететь. И поэтому я была идеальная отличница старшего класса. Каким это мне давалось? Правописание, да, подзатыльником хруяларон. Ты. Идеально должно быть. Это было. Онтон холовор бу улахан улатан баранган кайыргар олороргор мехидата жехим бир это же детская травма была. Конечно. Он я кайдах проработала. Я узнала от психологов, коучей, которых сейчас очень много, что агрессию мужчин женщина должна уметь сдерживать. Это, в принципе, была не то чтобы вина, ошибка моей матери, что она не умела управлять с моим папой. И оставляла меня с ним наедине вот слишком надолго, месяцами. Мы жили вдвоем, и никто не знал, что там творится. Да? Опять же, ему, его родители не донесли, что так нельзя обращаться с девочками. Тоже, да, вот косяк. Это косяк поколения, еще там, не знаю, каких бородатых времен, наслоение вот такого вот идет, комочка. И воспитание советское. Наверное. Советское воспитание, это все до кучи, все там вместе. Просто никто не знал. Да?
Алтон мында көсө ыйты төрөн тахырчон he. Кыз инникитигер онна ол инникилэх боларыгар. Тох тирек тем бар ди. Бу мында беги жөйдүк биле атак бутыр турабыт денда. Атак бутыр турабытта ол тирегайн кимтен олар экени. Ого. От счастливой семейной жизни родителей. Спокойной, стабильной. Каждый день сурка, стол накрыт, дома чистота, мама что-то делает, папа что-то делает, вдвоем общаются. Ого, Антон спокойно, навык была, у него состояние, что так должно быть. Он также спокойно пойдет по жизни. Он будет создавать такую же реальность. Навык, уровень нормы у него такой. Антон, соғытық иелер оғылары олықтыры иделер де білейін. Әлбіқтейрін. Аха. Сөп, оны қайдақ сөптіяқты кетіқтіқтірі? Чөчі, оны мотивация, энергия. Самые лучшие мужья получаются из мальчиков, которые заботились о своих больных мамах. Которые за них что-то делали, для них старались, терпели, да. Очень, тепло сыганнар. Самые ужасные мужья получаются из капризных мальчиков, которых мамочка 1, 2, 3, 5, 10, сыночек, ты сыночек, перед ним она плясала, и он атах. Вот это уже опасно. Антон, Джона Сибирия вахиб, картина дымия, көрдөрен. Олор олох надибат, бейтин ологонан олорор. Ола ханнер онда бейте туспай итилләҗер. Это будущий преступник, будущий бомж. Это будущий алкоголик. Очона барда Антон оны ол воспитание им бит болан тахар булады. Ол воспитаниены кини манны кайык эрки кадеркынан осознай датагына күннөрүнөн сөптө. Күннөрүнөн сөп. Любой ки ологон аны өйдәтәгенә күннөрүнөн сөп. Или либо өйдәтәгенә ол обидатын иҗаһаҗан ол утыралыгы дип күрдүк өсөһөн өсөкөганы комарансы. То есть, по сути, человек своей судьбой, он либо благодарит своих родителей, либо мстит им. И алкоголик, наркоман, вор, преступник, он мстит своим родителям своей неудачливой жизнью за ту нелюбовь, которую он получил. Либо он белый. Очень такой ласковый, они все у меня такие. Да, и счастливой жизнью человеку благодарит своих родителей за все, что они ему дали. Надо стараться делать счастливую жизнь свою. Потому что с несчастливым ребенком какой родитель будет счастлив? Они переживают их, они будут. Антон, эн билин кайдагы ягани. Билин олорон. Ягани онна эбягани. Эн кыгын кандай? Кыгын билин жокускайга бар. Кергеннен, одна. Биргалар биттера уже онча сыл болды. Вот. Хабаровскайга олар хаджи биттера, Антон кыгын кел биттера. Ана бир ото Хабаровскайга төннө биттилер. Пока туарыдын сылларын сороктарын битерек тахтыр. Как определить, хорошая ли я мать, да? Потому как мы общаемся с дочкой. Холобра кыз мейин истер болдағана, да? Или чугас холобра күн устата тугараме тикселеяк битен сөп, кене бағын кепсир, неме тоқпынер кепсибин. Обязательно каждое утро доброе утро, спокойной ночи. Обязательно. Антон эбе кайда оролу Эбэхтагы. Эбэжен химби. Ие курдук болдан ди. Мен атахтатар энжен эбэ ботакпын. Кыртык атахтатабын, но в меру. Ити ин ян баланс начу. Барта в меру болотак. Холобро в меру тугуры позволяю, в меру не позволяю болдан ди. Химби воспитание бар. Мен нужно раска тоққа вердаты. Химби кыспын курдук вердаты. Ото онна тоққа кыллары ин таптырга инер пикинди бу хайын көрдөккө. Это бете тол мухаддер сыстыга соус. Беде. Касаста? One saha, да? $1 да болотур. Се. Антон билин догорун эн аттыгар бар догорунда эн дурдан каккан болор булай билин. Ону
Билигин боллана бәйни верети бара турарду или уже сөбүлен ылсыгы бара турарду? Это бирге болуп нану граппатах. Олен бейген бир бәйбәйти бирді. Так скажем, предпоказ, да, семейной жизни. Демо-версия дею. Бәйбәйти көрөбөт, хайыбыт. Тукана баран уже көстөр. Калларду каллыбатты ден көстөр. Буламаты гырайын барты гыр уралым барты бирге оңаран жарды. Холо бурайды казлайтик бытын, я утепляйды быт хайыбыт. Антон тох тем барди. Тохтер хойби. Эн 5 сылынан 5 сыл игер 10 сыл игер инден буландан анды. Ох, мен аны буланаматым. Буламан баппан гынан баран саспын өйдүр болам. Холбур билен түрден бестақпын. Я не хочу скакать на лошади в 70 лет, да? Я хочу скакать на лошади, пока молодая. Вот тебе мент еле хтех болта. Вот где-то түрден бестақпын. Через 2-3 года я уже должна, здесь уже что-то должно быть. Вот он, холбур дэвер, он образ-тар. Идеальный образ, да? Что я хочу? Какой автомобиль? Как себя хочу чувствовать? Как я буду одета в этот момент? Образами. Подсознание понимает только образы. Ему надо чувственный образ. Вот так хочу, классно. Вот так хочу. Вот так будет. Да. Через какое время? Ну, примерно вот я в таком возрасте. Примерно так. Да? И он на олдике что-то надо делать. То есть, опять же, иньян, да? Нематериальным думаем, воображением, и материальным кардиланием. Тугырканом. Блин, холобро эти, оно эти, анагасково брагасите гербер. Следующий шаг это материальное благополучие, финансы. Олад только я канал. Билиген я сейчас вот изучаю тему дополнительных заработков, дополнительных источников дохода, инвестиций. Денежную энергию. Ага. Иккес вот тун эркehen да, эни эркehen. Эме нара үлетиттен уже архсан эйе хакеллайот да, келер боллади. Это ник то тутунан инжерктаны болан келе бара джинсы. Я его к юбке привязывать не собираюсь. Мама тогда добытчик была. Пускай мама там заработает. Оны бәбәгатын качыкта вакыт. Качыкта вакыт ялата. Таманнык көрөң орбак булай. Кене мейиннен боларын бәйді талбыда. Мен кенелин болбудum, бәйім талбыдым. Все, пока нам вместе комфортно, мы будем вместе. Кене мейін холбыра уягар, оқсар, хайыр боланы. Зачем? Мен ұнтылы бақпын. Маған барамын аттыт көріға. Поведение толы рыбатаны тарақса бітері. И опять? Невеста. Опять невеста. И опять невеста. Оно просто нужно уважать друг друга, Володя. Сейчас нормально. У вас то где ба? Оно бейбли, кен уже все-таки не дети в Алхапуте. Оно беловит, олен бейбли. Кастастагай? Мы ровесники. Тёрден бесте. Онтон олата бир сылга төрөбүк да? Примерно. Анны курду болан тахарда. Олата оллана көрүүгүт эми бир боллайыт да. Себеске кемейин биле, хайыр. Ондон эркиги жактардагар койду өйдөнөр инден тугуен кайдактык өйдүгүнү. Мен ол өттүн толкуйдагат. Главное, как я себя рядом с ним чувствую, Володя. Насколько мне с ним спокойно. Насколько я чувствую себя женщиной рядом с ним. Полубрук күні боя мен чукурушка деди сылы деркен тофтяп кетет. Анлыкпа. Чай, кофе кудан берер, хассета шоколадта уже угуктар бар уже кофе турар, шоколад хатар. Там жетега биле эркин үйлетин бартын оңорар мен боллана. Такамын манна хабын битет бар такпана бар. Ну да. То бебе битер именно мужское, женское хайыр болап бит. Оңорбут. Ему приятно, Микине там ухаживаю, да, что-то там кормлю, что-то угощаю, что-то уже у плиты им хочется стараться. Ради него хочется что-то делать тоже. И он тоже делает. Это и есть хорошо же. Самое главное это состояние. От состояния нашего зависит наша реальность. Как только нам стало плохо, там все будет плохо. Мы соскальзываем с линии жизни, где все хорошо, скатываемся вниз. На линию жизни, где все будет плохо. И зависит это от настроения.
Половинка должен быть таким, который состояние наше делает лучше, спокойнее, как минимум, да? А в идеале вдохновенное, счастливое. Человек, у которого есть энергия, у него есть аппетит к жизни, у него есть аппетит к еде, аппетит к жизни, он что-то хочет. Человек, у которого нет энергии жизни, замученный, уставший, ничего не хочет. И половинка на это влияет. Күні бағатын әркең әйгі яғырттағына. Что хорошего, да? Анықпа. Неге? Бу сахасырын олоқтақтырғар, да? Туу бағарың етей, туу дерде қамбағарың. Ке олығын бәті спокойно мұстыр. Карма индияның беттен ол крест. Там, оны мана венец безбрачия индиян, оны мана оны толкуйдавака. Бәт, энергия Творца Алим Марбалади. Мы созданы по образу и подобию Бога Дилер. Нам каждому дана материализующая мысль. Все, что мы придумаем, мы можем этого достичь. Илон Маск захотел на Марс, полетел на Марс. Все у него. Человек может достичь любой вершины, какую себе поставить. Надо только захотеть и сделать. Толлувакка, паникалавакка. И не сомневаясь. Потому что сомнение — это хуже всего. Это ежики в тумане. Время тратится, ресурсы тратятся, силы тратятся, а результатов нет. Это нельзя так. Обязательно надо. Иду, смотрю вехи, да, холобра манаситесте, манаситеми холобра били китаба сюрбесал почти хампетом. И зато каждый год я оглядываюсь так. Но зато в этом году хоть земли нету, но я курсы столяра закончила. Зато в бизнес ушла. Зато там что-то сделала. Зато. По итогу уже манна калямин уже все. Зато уже с печкой пожила. Да, зато уже тугу мельбах полай. Столярку можем открывать спокойно. В планах я хочу обязательно что-нибудь такое придумать с мебелью связанное, с лесопилкой. Вообще, я считаю, должно быть полностью самообеспечение. Мясо, молоко, яйца. Это же идеальный вариант вообще. У нас родственников таких холобра нету, которые имеют свое хозяйство. Рано там у невестки один есть, но лично у меня нету. Поэтому я решила стать такой. Мясом снабжать, яйцем, молоком. Огларборе уже травы отправляла, там молоко, потроха, масло, там. И они уже балдеют. Вкус натуральный был. Натуральное, вкусное, полезное, свое. Санкции, не санкции. Молоко у меня будет. Уж молоко козье у меня будет, да. Мясо будет. Курочек заведем, яйца, индюков, тоже белых. Уже широкогрудые породы негр, да? Это же так красиво, когда они все выбегают во двор, и все там ходят, эти все белые, красиво. Удивительный дар какой-то природы вот таких создавать белых существ. Абсолютно. Корова, кажется, есть белые. С черным носиком, черные ушки, черные глазки, и они белые. Да. Я их видела тут. Телята они белые. Присматриваюсь. Дорогие, конечно, но гранты сельскохозяйственные помогут. Главное, уже собир тухпун кейвин булан. Дальше уже. Да. Он и тикеркен тахсары именно планку доктора надо. Потому что бие масынаны вытах потом багара булах потом хайыты. Юренебит. Он то куттана быт, он то вита быт, масынаны лабыт, да? Учимся. Все. Поэтапно наладим. Это не такая не нужно. А потом надо семейную жизнь, это как вождение автомобиля. Имбирь, там могут быть аварии, могут быть поломки, страшно где-то, неопытность. Чего? Зато тухтава, кон имбирь. Опыт дидиен бараньян, да? Опыттен бараньян, онныгы. Самое главное он. Олен опыттан куттанама. Опыттен опыт, ничего. Бартыгар опыт надо. Онтан бу олох тохтан да куттамаппын билигин да. Инде дир кахтахан? Аны дир кубягын соқ. Того. Того жетергет үттүк айылар балалар. Все может резко кончиться. В каком смысле? Ребенка могут забрать. Дочку, внучку, мужа. Дом может сгореть.
автомобиль может исчезнуть. Все может резко хлопнуться. Ты Все, готова? во что вкладывались годы жизни, может схлопнуться. Ты готова потерять? Ну, просто я понимаю, что если это случится, я что сделаю? Брэн Хепберн. У меня уже была такая потеря, которую трудно принять. Но когда понимаешь, что это есть, это от нас не зависит, приходится только принять. Но тут есть такое. Есть дальние звоночки, есть ближние звоночки. Это понятно, да? Там душа прошла свой путь, ушла. Эдер болдун, ого болдун, кычас болдун, в свое время мир берер. Вот, и, то есть душа, она вот действительно может отработать свой путь и уйти в любой момент. Ребенок, взрослый, все там. Это же уже карма. Это карма, это... Карма Карма девятка, это я про замужество. Про замужество. Да, что там не надо бояться, что... Или там карма бедности, карма какой-то вот уровень низкий был, например. Ну, тухта карма девятка, вверх. Тогда все получается. А вот то, что душа может свой путь отработать и резко уйти, это уже от нас не зависит. Но вот эти вот потери материальные, болезни, потери, да, они, звоночки начинаются еще очень далеко, оттуда, от мелких неприятностей, потери, там денег, снижение денежной энергии, снижение иммунитета, какие-то новости отовсюду начинают какие-то негативные, да, это уже звоночки, что скоро у тебя такое же, у человека такое же произойдет. Но уже надо срочно делать? Восстанавливать иммунитет, обратить внимание на себя, накачать себя любовью, заботой, энергетически обратно наполниться. Перестать общаться с токсичными людьми. Короче, уделить внимание себе, заботу, срочно энергию восстановить. Энергия – это наша защита. Когда восстанавливаешь энергию? Я стараюсь ее не разрушать. Для этого есть очень простой способ. Надо контролировать свое состояние в течение дня. Нас очень легко выносит в раздрай. Задаю 3 вопроса. Первый, что я сейчас чувствую плохого? Именно тело и эмоции. Да? И тело чувствует вот это, эмоции чувствуют вот это. Окей, зафиксировала. Второй вопрос, что я чувствую хорошего? Извиняюсь. Второй, тело чувствует хорошего вот это. Ему тепло, там поела, да, что-то, арбуз поела, да, например. И эмоции, что чувствует хорошее, да, спокойствие или что-то там. И начинаешь перечислять, что есть хорошего у тебя. Потом был 3-й вопрос, а что еще хорошего хочешь почувствовать для тела и для эмоций. И пока вот это хорошее, и еще что хочешь, она-то уже уларыбит. Кто тут сидел, как-то это, да, а потом раз так, беды дометых состоянием уже Аллахтану канем барадян, уже эту горят, и толку дуетян, уже внутреннее спокойствие было. Это очень хорошо позволяет выровнять быстренько, и причем быстро, это оперативно. Вот. И дальше есть возможность двигаться. Потому что как только начну сосредотачиваться на негативных эмоциях, что да как, почему, все вот уныние это смертный грех. По Библии уныние считается смертным грехом. Есть такой медицинский термин, называется ацидоз. Да, это закисление организма. У человека тоже есть инь-янь в организме, кислотно-щелочной баланс. И человек, когда в уныние впадает, у него лицо таки кислое становится. Еще это кислое лицо. Это ему, такому человеку говорят, что ты киснешь? Не кисни. Образ его показывает, что ему плохо. Да? Плечи опущены, ноги шаркают, лицо такое. Это значит, что он кислый. У него будет обязательно ацидоз, гастрит, язвы, повышенная кислотность, густая кровь, это предрасположенность к инсультам, инфарктам, да, это в кислом среде развиваются микроорганизмы, грибки, вирусы и бактерии. Они развиваются только в кислой среде. Поэтому во время коронавируса рекомендую чаще ощелачиваться, гуляя на свежем воздухе, кислород ощелачивает. Правильное питание ощелачивает, правильное мышление ощелачивает, позитивное мышление ощелачивает. Люди от онкологии выздоравливают, лишь поменяв свое состояние на позитивное. Например, в фильме «Секрет» девушка вот рассказывала, как она за 2 месяца, что ли, избавилась от онкологии груди. Она смотрела много комедий, она много смеялась, у нее прекрасные родственники, которые оградили полностью от стрессов,
И она выздоровела без всякой химиотерапии. Еще история тоже известная. Мужчина умирал от рака, но он мечтал поехать в кругосветное путешествие на лайнере круиз, да, морское. Ему сказали, ты оттуда уж точно не вернешься. Он подготовил, вернулся обратно живой, здоровый. Еще выздоровевший, по-моему. Состояние человека меняет его внутренний обмен веществ полностью. Чем кислее человек, тем он меньше будет жить. Злость, агрессия, стресс – это все очень быстро сводит человека в могилу. Нельзя. Нужно быть проще. Улыбаться, менять то, что можешь изменить, не менять то, что не можешь изменить. Да? И все равно влиять на свою жизнь, не принимая то, что тебе не нравится. Надо влиять на это. Не нравятся отношения с мужчиной? Ну, разберись, ты сделай что-нибудь. Не нравится работа? Поменяй. Не нравится доход? Повлияй. Да? Не нравится место жительства? Сделай что-нибудь. Все можно сделать. Все можно сделать. Но только захотеть. Только захотеть, да, и сделать. Но материализуется оно не так быстро. Его надо делать. Но материализуется обязательно. $1000 доллар, $1000. Мой девиз, вот, например, я могу показать свой девиз. Оловкон ай. Да? Мысль творящая, мы творцы, мы боги, да? Оловкон ай. Все, что мы придумаем, можно воплотить. Ай буккан сидес. Тохтавакка поэтапно баранын сидмир сидес. Жолгун бэйнэн устав. Это так. Жолгун бэйнэн устав. Оловкон ай буккан сидес, жолгун бэйнэн устав. Олата олорор ологон, эн бэйн айбыт ологон болар, да? Да, мое творение. Поэтому мы боги, потому что мы творцы своей реальности. Нахачы тыллар, бу тылларынтан боларын курдук биге футбол кагами үйеттебит, онна меле яхыдыкпыт. Өдер бе магаларымды. Бирин боллагына биги көрәчләр бер, көрәчләр битигер, ойнатыкпыт. Он несе манды ыйты төрән тагыста, бу олора нерәдә. Эн Библия детен, айылар детен, туйдагая. Итагален кайтагай. Тони тытыма диллер ардыгар да, бу итыны кихи бәйте биле личный туга бода. То мины итах харам келбе. Правильно, я никакой конфессии не отношусь. Христианка-то вот ахпан хадыкты только итагалге каявапан. Но есть законы. Законы Вселенной, законы высших сил, да? Ну, Добро, есть вселенские законы, закон притяжения, закон материализации мысли. Даже есть такой фильм хороший «Вода-1». Ученый Discovery 9 в таком стиле снят. Человек на 80%, на 90% состоит из воды. Вода программируется, вода настраивается. Настрой настроение. Он же резонанс был, он уже там Олен, самонастрой, эти медитации, это очень полезная штука. Люди пишут какие-то там предложения по утрам, это все работает. Надо верить. По вере вашей дано будет вам дилер. В Библии, в принципе, очень хорошо сказано эти штуки. Я не христианка, но когда, например, психолог президентов Алексей Ситников, есть такой, да, российский, он имеет 13 образований. Он доктор психологических наук, доктор математических наук, человек, который в прошлом медицину мозг разбирал. Он знает все. И он говорит, он еще в Тибете учился, и он говорит, что существует закон энтропии, что все разваливается, рассыпается в труху, ржавеет, да? Этому противостоит именно женщина. Благодаря своей капризности она говорит, нет, не хочу ржавый диван, да, хочу вот новые, хочу лучше. Мужчины, они более аскетичны, им меньше надо. Женщина хочет. Благодаря этому какое-то развитие идет. Женщина все отмывает, отстирывает, она постоянно меняет пазл реальности на лучше. Благополучную энергию создает в доме. Раз, да, бартовар. Это закон энтропии есть. Закон притяжения. В общем, его надо послушать, Алексей Ситников, очень интересно. Про женщин он делает большой упор именно на женскую энергию. И
И он вот про эти вселенские законы говорит. Кстати, вот про законы Библии он тоже говорит. Из-за этого я как-то оказывается, ученые физики, квантовой физики разложили Библию по частям и поняли, что в ней говорится о материализации. Да. Имеющему дано будет. Человек уже должен иметь внутри резонанс, ему будет дано. Если он не имеет, она внутри уже сперва должна. Тряпка не может впитать воду, если она сухая. В ней уже должна быть вода, тогда она магнитит воду на себя. Влажная тряпка же лучше всасывает. Да. Так получается. То же самое и человек. Это закон притяжения так работает. В нем сперва должно быть что-то такое, что примагнитит подобное. Подобное тянется к подобному дилеру. Вот, поэтому если человек хочет иметь деньги, он должен позволить себе одеваться в дорогие вещи, позволить себе жить в роскоши, комфорте, чтобы уровень норм, чтобы ему нормально было, чтобы денег было много. Но постепенно приучать, постепенно. Сознание должно привыкнуть к уровню новому. Нахачу идек кепсеттибит, нахачу элбагай биллим саңаны да, онна мандыгаса ыйтылахпын сеф, эн коуч кон билейинди. Кимнәхкә эн ордук чугаскыны, эркиге хайле жактарга. Жактарга, конечно. Жактар олаган от идо билер болган деп. Знаю все, с чем она может столкнуться. Я работаю с девушками, с женщинами, с женами, с матерями. Я знаю все эти моменты, нюансы. Я знаю, как вырастить такого амбициозного человека, да, аккуратно. Я знаю, как быть после развода, как вставать на ноги. Я могу дать очень много советов. Сеп, анан тан тох проблемалах эбетер букулла сылжар кераңардар, аяха кайыктарын сеп, суруйоқтарын. Конечно. Камеляха. Инстаграмом бар. Он на мне тақсақтарын через директ или в личку написать номер телефона, мой где-то можно указать. Пускай пишут, звонят. Мақтал кепсетинин, нахачуди кепсеттибит, биге көрәчилер бит элбәге билбиттере, хананы арибыттара болоди саныбын. Онан нелле яха бәйен олоққор эме тапталы, убастабылы сетиини бағарабын. Онна баға саналарын барды толындар. Неме ағайы қылынан ылжытты келияған. Наха үчігей сілге олар арабиккен. Ол күрдік неллига бары үтіөні керене бағара қалық қайын. Онна күнді көрәтшілері еқі бағарабын кытанық дұробияны күрутын күлі бері сылжын. Нар үчігейі әрі ұраланын денлік бағарсын атын әтәбет. Онна көрсек қадері. Көрсек қадері. Бартачой болды.